14 февраля, в день всех влюбленных, калининградский экстремал, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде Олег Рязанов, которого называют повелителем холода, заморозит себя с головой в ледяном сердце. Сегодня с утра он уже прилетел в Якутск и сразу же направился на 202 микрорайон, чтобы оценить место, где все это будет происходить. С повелителем холода встретилась наш корреспондент Ульяна Шагина. Сейчас она выходит на прямую связь со студией. Ульяна, я тебя приветствую. Мы сейчас находимся на 202 микрорайоне. Именно здесь, 14 февраля, на берегу реки Лена, Олег Рязанов, повелитель холода, попытается пройти свое третье испытание. Первое испытание у него было испытание землей, далее испытание огнем. И вот 14 февраля здесь будет испытание водой и льдом. Как все это будет происходить, трудно представить, но Олег сейчас находится рядом со мной. Он только сейчас прилетел и сам все расскажет. Олег, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что это за будет испытание? Ульяна, добрый день. Вот в данный момент, скажем так, я нахожусь у того самого сердца, где это произойдет. А я напомню, что 14 февраля это день Святого Валентина. Да, и, скажем так, это будет, прежде всего обращение Евни к моей супруге. Да? То есть это Валентинка для нее. Я здесь обязательно сделаю там надпись «Ирина, я тебя люблю». Да? То есть это сердце будет заполнено снегом, будет сделана выемка. И в эту выемку, собственно, меня и вморозят на 12 минут 52 секунды. Олег в Якутске, напомню, уже во второй раз. В первый раз он приезжал в прошлом году и установил здесь свой 12-й мировой рекорд, когда прыгнул с парашютом с высоты 4 километра. Но тогда, Олег, вспомним, да, у вас немного не задался маршрут, то есть вы как бы с парашютом приземлились на несколько километров вдали заданного маршрута. Вспомните этот день. Да, на самом деле было очень забавно. Ну, во-первых, я 2 года готовился к этому прыжку, да. Вот. И самолет все поднимался, он там поднимался, наверное, больше часа, да. И вот мы прыгнули, свободное, то есть парашют раскрылся, свободное падение завершилось, да, и инструктор, с которым я совершал этот прыжок, мне задает вопрос: а ты аэропорт видишь, аэродром? Я говорю: нет, не вижу. Слушай, нас выбросили мимо, поэтому что делаем? Ну, говорю, будем приземляться туда, где приземляемся. То есть ищем какой-то ближайшие там какие-то дома, вот там смотрим внизу дома, да, и вот видим, идет какой-то человек, и мы прямо фактически рядом с ним падаем. И вы были в одних шортах? Да, я был в одних шортах, да, но, естественно, все, там отстегнулся, я побежал до ближайшего дома, и ребята, вот местные жители, отвезли уже на своей машине меня в аэродром, собственно, там откуда мы вылетели. Предполагалось, что тот прыжок с парашютом был последним мировым рекордом, так как этот трюк был одним из самых сложных, которые вы могли бы показать. После этого были еще какие-то мировые рекорды? Нет, я уже заявился, что 12-й мировой рекорд будет финальным, так и есть, но то, что я делаю сейчас, это намного сложнее. Да, вот эти вот 3 испытания. Первое испытание это было испытание землей, когда меня закопали в снег на целую ночь. То есть я там пробыл 12 часов 52 минуты в снегу, без одежды. Да, потом было испытание огнем, как в сказке Вершова. То есть когда был котел с кипящей водой, вот, собственно, 7 минут я там находился. Олег Рязанов плавал в холодном море, совершал прыжки с парашютом в одних шортах, на лютом холоде пробежку совершал также в одних шортах и часами сидел в набитой льдом ванной. И тут же на ум приходит резонный вопрос: для чего вы все это делаете? Сначала, скажем так, было интересно устанавливать рекорды. Но в какой-то момент я понял, что я, в принципе, ничего не знаю о человеке. Да, потому что, скажем так, чем больше я тренировался, тем больше я находил каких-то техник, и тем больше раскрывались мои способности, возможности и так далее. И в какой-то момент я вообще понял, все, что я про человека знаю, я не знаю ничего. Я не знаю ни кто такой человек, ни как устроена эта реальность, ни что такое Вселенная. И мне стало интересно. И поэтому то, чем я сейчас занимаюсь, это как раз я изучаю вопрос, кто такой человек. А вам не холодно вот так вот без шапки? Холодно. На самом деле, это один из способов тренировок, в том числе. И мои тренировки, они всегда выглядят следующим образом. Я замерзаю, а потом самостоятельно себя отогреваю. А я замерзаю, как обычный человек, абсолютно.
Итак, напомню, 14 февраля здесь в 13 часов на 202 микрорайоне на берегу реки Лена Олег Рязанов заморозит себя в лед и при этом не будет дышать целых 13 минут. Как это будет все происходить, очень трудно представить, как человек в целом вообще может не дышать 13 минут. Это какая-то техника специальная, дыхание или же это все-таки какой-то фокус? Ну, наверное, это какой-то вселенский фокус, назовем так. По-хорошему, наверное, то, что я планирую сделать, невозможно. Но есть мировой рекорд 22 минуты задержки дыхания. Да, но это было в теплых условиях, в теплой воде и так далее. То, что я сейчас буду делать, это, ну, если точнее, 12 минут 52 секунды я буду находиться, ну, скажем так, не совсем без дыхания. У меня все-таки там 1 или 2 раза возможность там сделать вдох будет. Да? То есть какая-то прослойка воздушная все-таки она существовать будет вместе со мной подо льдом. Но этого точно я никогда не делал. На самом деле, отвечая на вопрос, я понятия не имею, как это сделать. Да, ну, в принципе, как и те 2 испытания, которые я проходил, они в меньшей степени все-таки зависят от моей подготовки, моей веры в ней, что-то еще. Это уже какой-то божественный промысел. Итак, напомню еще раз, на 202 микрорайоне в 13 часов 14 февраля, в день Святого Валентина, Олег Рязанов здесь совершит невероятный трюк. Приходите и смотрите. Ну а мы Олегу пожелаем удачи в его деле. Спасибо.